Магомед Алиевич Кадиев – известная яркая фигура в среде медицинских работников Чеченской Республики. Свой профессиональный путь он прошел от рядового врача-хирурга до министра здравоохранения республики. После окончания Фрунзенского медицинского института он был направлен на работу в Курчелоевский район врачом-хирургом. Но в этой должности долго не задержался, так как был вскоре назначен главврачом районной больницы. До сих пор население Курчелоевского района с теплом и благодарностью вспоминает достижения и успехи своего главного врача Магомеда Алиевича. Это было время возрождения республики после депортации ее народа. Магомед Алиевич сумел сплотить свой молодой интернациональный коллектив, в котором совместно работали чеченцы, ингуши, русские, украинцы, осетины, поляк, еврейка, грузин и белоруска. Проявленный коллективом энтузиазм поражал всех лиц, приезжавших с проверками в эту больницу. Сотрудники занимались переписью и постановкой на учет всего детского населения, проведением профилактических прививок и противоэпидемических мероприятий в очагах. В это время в республике свирепствовали такие инфекции, как полиомиелит, дифтерия, сыпной и брюшной тиф, сибирская язва, парша, туберкулез и прочие. Усилиями медиков благодаря систематическим профилактическим мероприятиям они сводились к минимуму. А Магомед Алиевич, как главный врач, уделял большое внимание не только оздоровлению населения, но и созданию материальной базы здравоохранения в районе. Ведь начинал он работу в частном доме, приспособленном под стационар, где не было никаких коммунальных условий. Отопление печное, прачечная во дворе под навесом, кухня в ветхом маленьком помещении. Магомед Алиевич возглавил строительство новой двухэтажной больницы. Она была построена на средства госбюджета, а все остальное было создано руками работников больницы, без всякой оплаты и помощи со стороны государства. Построен конференц-зал, гаражи, разбит огромный фруктовый сад, благоустроена территория больницы, построена ограда. Даже саман для постройки квартир для медиков помогали делать сами медицинские работники. Иного настроя в коллективе не могло быть, так как все видели, как горел в работе главный врач, как вникал он в каждую мелочь, не жалея ни сил, ни здоровья. Магомед Алиевич всегда был исключительно честен, принципиален и строг в первую очередь к самому себе. И этого требовал от своих работников. Национальных кадров еще было недостаточно, и тогда Магомед Алиевич организовал в селе курсы, а затем филиал медицинского училища, чтобы девушки-горянки смогли получить медицинское образование, не покидая дома. Многие из них и по сей день работают в Курчалое и с благодарностью вспоминают своего главного врача. За успехи в медицинских показателях и за достижения в благоустройстве больницы Магомед Алиевич Кадиев был награжден Министерством здравоохранения Российской Федерации орденом Ленина. Он по сей день остается единственным среди медицинских работников республики кавалером ордена Ленина. Затем он был переведен главврачом в Шалинскую райбольницу, где также проявил все свои организаторские способности. Заменил печное отопление на централизованное, построил водонапорную башню на территории больницы, облегчив труд санитарок, носивших воду из ближайших водоисточников. Построил новый корпус и добился переселения медработников одного из корпусов больницы, увеличив тем самым число коек в стационаре. Дальше его трудовой путь продолжался в городе Грозном, вначале в качестве главного врача больницы скорой медицинской помощи, а затем на должности министра здравоохранения Чеченской Республики. За все его заслуги он неоднократно получал награды: отличник здравоохранения, заслуженный врач ЧССР, заслуженный врач Российской Федерации, врач высшей категории, многочисленными грамотами и благодарностями от Министерства здравоохранения Российской Федерации, от Совета министров ЧССР. Трудное для республики время, во время боевых действий он оставался в республике, стараясь по возможности организовать медицинскую помощь населению. В результате боевых действий почти все больницы были разрушены, но врачи оказывали помощь в приспособленных помещениях, в подвалах. А после окончания боевых действий он опять не остался в стороне, а взялся восстанавливать медицинский комплекс бывшей железнодорожной больницы. Теперь это Республиканский клинический центр инфекционных болезней. Первое время ремонтные работы проводились силами коллектива больницы. Помещения были без крыши, без отопления, окна без стекол и так далее. В настоящее время, как и весь город, эта больница радует глаз своим возрождением к мирной жизни, к возможности оказывать населению квалифицированную медицинскую помощь.